الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи, ведет по прямому пути и умертвит нас, только будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек, который придет в дом Аллаха для того, чтобы получить знания или распространять эти знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Пусть Аллах даст нам эту награду, пусть Аллах нам укрепит и исправит наши намерения, пусть Аллах нам даст полезные знания, и чтобы эти знания свидетельствовали за нас в судный день. В прошедших уроках мы с вами говорили, как до наших дней дошел Коран, да, слова Аллаха. Потом мы с вами разобрали суру Фатиха, то есть это одна из самых главных сур, и которая собрала в себе все смыслы Корана. Также мы с вами разговаривали сура Ан-Нас, люди, и сура Аль-Фаляк. И в них мы разбирали то, что есть зло, которое находится внутри нас, Карин. И также мы разговаривали в суре Фаляк, где Аллах, после того, как упомянул о зло в общем, он упомянул 3 зла особенных. Первое — это ночь, да, когда наступает. Второе — это колдуны, которые дуют на свои узлы. И третье — это зависть, завистники. И сегодня мы с вами, иншаллах, поговорим о суре Аль-Ихлас. То есть она одна из маленьких сур, которая состоит всего из 4 аятов, и она мекканская. Причиной неспослания этой суры было то, что к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям обратились мушрики. Переводится в сборнике имам Ахмада от Убай ибн Кааб: «Анна аль-мушрикин калу лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям: Я Мухаммад, инсиб лана раббак». То есть, опиши нам своего Господа. То есть, скажи нам его родословную. И тогда Аллах субханаху ва та'аля через ангела Джибриля ниспослал суру Аль-Ихлас. Куль хуаллаху ахада, скажи: Он Аллах един, Аллаху самад, Он самодостаточный, Он ни в чем не нуждается, только в Нем все нуждаются. Лям ялид ва лям юлад, не родил и не был рожден. Ва лям якулляху куфуан ахад, и не было ему подобных. То есть вот так вот Аллах субханаху ва та'аля ответил на вопрос мушриков. И также, если посмотреть на эту суру, то она называется Аль-Ихлас. В Коране у нас 114 сур, и многие из них названы из содержания этой суры. Например, Аль-Фаляк, «Куль аузу би раббиль фаляк». То есть она названа, и вот это слово находится внутри этой суры. Нас то же самое, да? Но Ихлас в этой суре нету. Аль-Ихлас, именно вот этого слова в этой суре не упоминается. И почему же она так названа? Потому что эта сура именно содержит искренность. То есть искренне мы верим в Аллаха. То, что Он есть, то, что Он один, и Он не родил и не был рожден. Из-за этого эта сура так и названа. Также ее называют «Куль хуаллаху ахада», также ее называют «Ат-Таухид», «Сурату Таухид», также ее называют «Сурату Самад».
То есть это уже слова, которые взяты из этой суры. И возвеличивая эту суру, мы с вами сегодня упомянем два хадиса. Первое приводится в сборнике Бухари от Амрата бинт Абдур-Рахман, то есть Амра, дочь Абдур-Рахмана, вакат фи хиятуль Аиша, заджуд наби, которая воспитывалась Аишей, то есть женой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ан Аишата, то есть приводится от Аиши, рады Аллаху анха, анна наби, саллаллаху алейхи вассалям, бааса раджулян, аля сария. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отправил мужчину в путь, то есть он был амиром какого-то каравана. وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول قل هو الله أحد. И он был имамом для своих спутников, и он каждый ракаат, то есть каждый свой намаз заканчивал с этой суры. Куль хуа Аллаху ахад. То есть суратуль Ихлас. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. И когда эти его имам, спутники этого имама приехали обратно в Медину, то они сказали об этом нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он каждый ракаат именно и каждый свой намаз заканчивает именно с этой сурой. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Факалю», то есть пророк Мухаммад саллаллаху сказал: «Салюху ли айи шейин яснау залик». То есть спросите у него, почему он это делал. И фасаалуху факаля. И спутники этого имама спросили у него, то есть зачем он это делал. И он ответил: «Лианнаха сифатур рахман». Потому что эта сура описывает качества и атрибуты ар-Рахман, милостивого. То есть милостивый — это кто? Это Аллах, субханаху ва та'аля. Это одно из его имен. «Ва ана ухиббу ан акра биха». И я люблю ее читать. «Факаля набию саллаллаху алейхи вассалям». И когда его ответ довели до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то он сказал: «Ахбаруху анна Аллаха та'аля юхиббуху». То есть сообщите ему то, что Аллах субханаху ва та'аля любит его. Посмотрите. То есть какая она маленькая сура, всего лишь 4 аята. И может быть даже не то, что все мусульмане, но многие эту суру знают. И вот этот сахаби, он так сильно любил Аллаха субханаху ва та'аля, он так любил его возвеличивать, то, что каждый намаз, который мы читаем как минимум 5 раз в день, он заканчивал именно этой сурой. Почему? Потому что он наслаждался этими аятами. Также упоминается во втором хадисе, который приводится также в сборнике Бухари, от Анаса ибн Малика, то, что «Кана раджулун миналь ансар, юаминухум фил масджид Куба». То есть был один мужчина из ансаров, то есть жители Медины, так ведь, который был имамом мечети Куба. Мечеть Куба, наверное, все прекрасно знают, То есть первая мечеть в исламе, которая была построена, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переселялся из Мекки в Медину. Сура якрау биха лахум фис салах мимма якрау бихи ифтатаха бикуль ху Аллаху ахад. То есть этот ансар, то есть сахаби,
который был имамом, тоже для мусульман, в мечети Куба, он уже открывал свой намаз, читая эту суру. Первый у нас что делал? Он, наоборот, заканчивал свой намаз, читая суратуль Ихлас. А этот мужчина, этот сахаби, он, наоборот, начинал чтение намаза после, конечно же, суры Фатиха. То есть он сначала читал суру Фатиха, а потом уже читал суру Ихлас. «Хатта яфрау минха». Пока как бы не закончит ее, читал до полностью. «Сумма кан якра суратуль ухра маха». И потом в этом же ракаате он читал другую суру. То есть получается, он сначала читал суру Фатиха, потом он читал суру Ихлас, «Куль ху Аллаху ахада», потом читал какую-то другую суру, еще плюс к этому, в одном ракаате. «Вакан яснау залика фи кулли рака». И он делал это в каждом ракаате. «Факалламаху асхабуху факалу». И потом подошли к нему, то есть его соратники, да, те, кто стоял за ним, и сказали ему: «Иннака тафтаха бихазахи сура». То есть ты открываешь именно намаз этой сурой. «Сумма ла тара аннаха таджзияк». И ты как бы смотришь то, что эта сура недостаточна для тебя. То есть мы знаем, если, например, прочитал суру Фатиха, потом прочитал суру Ихлас, то это достаточно, чтобы уже пойти на руку. «Хатта такра бил ахар». Но он еще добавлял другую суру. «Фаимма ан такраа биха, ва имма тадааха, ва такра бил ахар». Ему предложили: ты читай эту суру, то есть Фатиха и суратуль Ихлас, и все достаточно. Или же ты оставь эту суру, суратуль Ихлас, да, и читай другую суру. Почему ты читаешь именно Фатиха, потом суру Ихлас постоянно, а потом еще какую-то суру? Факаля. И он сказал: «Ма ана битарикиха». Я, говорит, не оставлю ее. «Ин ахбабтум ан уаммиукум битарика фаальт». Если, говорит, вы желаете, если вы любите, чтобы я остался и читал так, как я читаю, то, говорит, пожалуйста, я останусь. «Ваин карахтум тарактухум». Но если, говорит, вы не желаете, пожалуйста, я, говорит, вас оставлю. То есть я не держусь за это место. Но если вы желаете, чтобы я остался, то я буду читать, как читал. «Вакану ярауна аннаху мин афдалихим». Ну, эти его соратники, да, они видели то, что он является одним из лучших среди них. «Вакараху ан юаммихум хайраху». И они как бы не желали, чтобы кто-то другой был для них имамом. «Фалямма атахум ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ахбаруху хабар». И когда они пришли к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, они сообщили об этом. Помните, первые тоже сообщили пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. И эти тоже сообщили пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: «Факаля, я фулян». То есть и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обратился к этому человеку: «Ма ямнаука ан таф'аля ма я'мурук бихи асхабак». И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает у этого человека, у этого имама: что, говорит, тебе запрещает, что тебе мешает делать то, что тебе говорят твои друзья, твои товарищи? «Вама хамаляка аля лузум хазихи сура фи кулли ракаа». И он еще дополнительно спрашивает, и что, говорит, тебя обязывает читать эту суру в каждом ракаате? То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям очень подробно хотел услышать ответ, в чем именно заключается. Потому что мы знаем, в исламе нельзя ничего добавлять.
То есть делать можно только то, что нам или сообщил пророк Мухаммад саллям, или показал, или утвердил. Каля. И вот этот имам, этот мужчина, ансар, да, он сказал: «Инни ухиббуха». Поистине, говорит, я люблю ее. Каля. И сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Хуббука ияха адхлакал джанна». И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, которому Аллах не способствовал откровения, он сказал: «Хуббука», то есть твоя любовь, ияха, по отношению к ей, то есть к этой суре, адхлакал джанна, ввела, говорит, тебя куда? В рай. Смотрите, братья. Вот эти двое мужчин, читая маленькую суру, но понимая глубокий смысл этой суры, заработали что? Первый заработал любовь Аллаха. Представьте себе. Почему? Потому что он любил читать про Аллаха. И мы должны посмотреть в свое сердце. Если мы хотим узнать, любит ли нас Аллах, посмотрите в свое сердце. Какую часть занимает наша любовь по отношению к Аллаху? Давайте разберемся. И каждый пусть ответит на этот вопрос сам себе. Потому что, к сожалению, многие из нас, из мусульман, когда приходят в мечеть или же читают намаз дома, они не могут оторваться от мирских дел. Тяжело. Почему? Потому что вся проблема где? В нашем сердце. В нашем сердце. Потому что у нас ценности совсем другие. А вот у этих сахабов у них были совсем другие ценности. Из-за этого вот это двое мужчин, читая маленькую суру, один заработал любовь Аллаха, а второй заработал джанна, рай, куда мы тоже хотим попасть. Но мы что сделали? Что мы приготовили? Из-за этого каждому из нас стоит задуматься и взять пример вот из этих мужчин. Возвращаясь ко второму вопросу, то, что почему пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям так дотошно спрашивал, почему же они читают ее? И откуда они вообще взяли? То есть можно было читать или нет? Потому что мы, как я уже сказал, должны брать пример только с пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И то, что они сделали, до этого момента еще пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям никогда не делал. То он никогда не читал каждый ракаат, начиная с суры Аль-Ихлас. Еще добавлял к этому какую-то другую суру. И также он намаз свой не заканчивал. Каждый намаз не заканчивал суру Ихлас. И получается, с одной стороны, если посмотреть, то они ввели что-то новое. Так ведь? Но это время было, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям был живым. И вот этот шариат, он устанавливался. И как я уже сказал, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям устанавливал этот шариат как?
или словами он передавал что-то. Например, в Коране написано «Вакимус саля». Вы ставите молитву. А как? И этому нас научил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Своими словами и действиями. Ведь этот пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или он говорил, или он что-то делал, или же он утверждал, подтверждал действие, которое можно делать. Именно вот ихние действия, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спросил, почему вы это делаете, тогда они что сказали? Мы, говорит, любим ее. И тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям им ничего не сказал. То есть он не сказал то, что не делайте так. И это именно является такрир, тоже утверждение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Получается, после этого уже это действие можно делать. Также в этой суре, про эту суру говорят то, что она является третью Корана, то есть третьей частью Корана. И это указывает на ее величественность. Но возникает такой вопрос. Получается, если я прочитаю 3 раза суру Аль-Ихлас, как будто я прочитал Коран полностью, что ли? Нет. Нет, почему? Потому что человек, который прочитает суру Аль-Ихлас 3 раза, и человек, который прочитает Коран полностью, конечно же, второй получит большую награду. Но в чем именно здесь смысл? В том, то, что Коран, то есть слова Аллаха, да, они заключают в себе, можно сказать, 3 категории. Первое — это ахкам, то есть права, да, то есть это можно, это нельзя. Третье — это истории, то есть то, что было до нас. Сура Юсуф, например, да? И также третье — это описание Аллаха, субханаху ва та'аля. И вот эта третья категория как раз-таки подходит к нам, к нашей суре. То есть именно она полностью является описанием нашего Господа. И если посмотреть тафсиры, то есть разъяснение слов Аллаха, то они бывают разные. Некоторые аяты объясняются аят аятом, да, то есть объясняются. Некоторые объясняются хадисами. Некоторые ученые приводят свои слова, разъясняя этот аят. Но именно вот в этой суре аят разъясняется другим аятом, который идет после него. То есть, посмотрите. Куль хуаллаху ахад. Скажи, Он Аллах един. Аллаху самад. Получается, вот второй аят разъясняет первый. То, что Аллах един. Как он разъясняет ас-самад? То, что Аллах, субханаху ва та'аля, Он самодостаточный, и Он ни в ком не нуждается. Он един. И только в Нем все нуждаются. И только все должны возвращаться и спрашивать только у Него, и больше ни у кого. То есть единственный, кому мы должны возвращаться. Также Аллаху самад, после него какой аят идет? Лям ялид ва лям юлад. Не родил. Как, например, помните, евреи что говорили? Узайр ибн Аллах. Узайр является сыном Аллаха. Или мушрики, то есть жители Мекки, говорили пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, то, что ангелы банатуллах, то есть дочери Аллаха. Но именно вот здесь
Аллах Субханаху ва Тааля говорит: нет, лям ялид, не родил, потому что он не нуждается ни в ком. Он единственный. Валям юлад. И он не был рожден. Почему? Потому что он ни в ком не нуждается, ни в родителях, ни в жене. Он ни в чем не нуждается. Также валям якулляху куфуан ахад. И нет ему подобных. Он единственный такой, который ни в чем не нуждаются, и только другие, не только люди, но и животные, и птицы, и рыбы, все нуждаются в нем. Нет ему подобного. Лейса камислихи шай'ун. Нет подобного ему. Из-за этого мы, читая эту суру, должны возвеличивать Аллаха. Но, к сожалению, многие из нас, читая эту суру, они даже не задумываются, что они прочитали, какие они слова прочитали. А если посмотреть на этих двух сахабов, то они могли целую ночь, выстаивая в молитве, читать только эту суру, и они бы наслаждались ею. Из-за этого, дорогие мои братья, мы, когда читаем слова Аллаха, не только суру Ихлас, да, мы должны размышлять. Мы должны задуматься, о чем идет речь, о чем Аллах нам хочет сообщить. И должны стремиться читать эти слова. Почему? Потому что именно эти слова помогают нам бороться против самого злейшего врага. Но, к сожалению, многие мусульмане, может быть, даже они научились читать, но выучили все правила таджвида и читают слова Аллаха месяц Рамадан. Целый месяц в году. А потом что делают? Убирают эту книгу на полку. И что она там делает? В течение 11 месяцев пылится. Также представьте себе телефон. Выходя из дома, мы, если даже забудем его, сядем в машину, куда-то уедем, все равно вернемся и заберем его. Также много времени напролет мы проводим с ним. А когда мы последний раз взяли Коран? Когда мы его последний раз прочитали? И вообще, прочитали ли мы его, размышляя над ним? Вот об этом нам надо задуматься. Вот об этом нам надо думать. И вот над этим мы должны стараться. И последнее, что я хочу сказать, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, суру Аль-Ихлас читал в ахшам намазе. То есть в первом ракаате он читал суру Аль-Кафирун, во втором ракаате он читал суру Аль-Ихлас. То есть куль ху Аллаху ахад. Почему? Потому что в суре Аль-Кафирун упоминается таухид, единобожие. Но там таухид амали, то есть единобожие делами. Лякум динукум валиядин. То есть для вас ваша религия, для меня моя.
А в суре Ихлас упоминается таухид ма'рифа, то есть единобожие, именно понимание. В первом было амали, дела, да, то есть единобожие делами, а здесь именно единобожие ма'рифа, то есть понимание. Из-за этого мы должны стараться размышлять над словами Аллаха. Мы должны стараться жить по этим словам. И, конечно же, просить у Аллаха, чтобы Он открыл нам наше сердце, и, читая эти слова, мы наслаждались этими словами. Дай Аллах нам это наслаждение. Дай Аллах, чтобы мы могли вкусить эту сладость. И чтобы Аллах был нами доволен и ввел нас в райские сады Фирдаус. Субханаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакумуллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر